Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Яна Амелина. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. В Северной Осетии вы живете не так давно, и уже сейчас сотрудничаете довольно тесно с местным духовным управлением мусульман, и в частности с Хаджи Муратом Гацаловым. Вот сейчас вы принимали участие в конференции «Христианство и ислам против вызовов глобализации». Вот как прошла конференция и какие выводы, наверное, сделали сейчас? Ну, прежде всего, хотела бы немножко пояснить. Мы сотрудничаем вовсе не только с Хаджи Муратом Гацаловым, и мне кажется, не совсем верно делать такой именно акцент, поскольку мы вообще сотрудничаем со всеми, и так было с самого начала нашей работы здесь. Прежде всего, конечно, это научное учреждение, потому что мы сами научный институт, хотя и занимающийся в основном разработками прикладного характера. Это СОЭКСИ, это Северо-Осетинский государственный университет, это Владикавказский институт управления, где мы нашу конференцию как раз проводили сейчас, и не в первый раз уже. Практически везде мы уже что-то допровели. Ну и, само собой разумеется, мы, конечно, не можем в стороне от духовных вопросов тоже находиться, религиозных, вернее, конечно же. Духовная — это сфера епархии и самого духовного управления, а мы занимаемся религиозной и политической ситуацией в том числе. И поэтому, конечно, мы сотрудничаем и общаемся тесно и с Владикавказской и Аланской епархией, и с священноначалием, и, разумеется, с духовным управлением мусульман Республики Северная Осетия, это само собой разумеется. И, кстати, в Южной Осетии мы тоже со всеми поддерживаем тесные контакты и с властями, и с религиозными, и общественными организациями. А конференция наша прошла, на мой взгляд, очень хорошо. Мы давно ее задумали. У нас обычно бывает так, что мы задумали и тут же реализуем, а тут по ряду разных причин она отложилась у нас почти на 3 года. Мы хотели сделать ее сначала в Москве, но в итоге вот жизнь распределилась так, что мы провели ее в Владикавказе. Я этому только рада, потому что, мне кажется, вот эта тема христианства и ислам перед вызовами глобализации, она очень важна. И, может быть, здесь она даже где-то как-то, как это ни странно, может иметь больший эффект и большую значимость, чем в Москве, где проходит очень много разных мероприятий, и там легко на общем фоне как-то затеряться. И вчера у нас участвовали в ней, разумеется, духовные лидеры нашей республики, Владикавказский архиепископ владыка Зосима, был, конечно же, и муфти Хаджи Мурат Гацалов, был и благочинный церквей Аланской епархии Республики Южная Осетия, отец Яков Хитагуров. И очень славно, что все духовные лица смогли в Единой Осетии смогли принять участие в нашем мероприятии, потому что все-таки это, конечно, иной раз бывает сложно собрать всех людей за одним столом. Ну, у всех просто много разных других забот, помимо наших конференций, это понятно. Ну и кроме этого там были светские эксперты, там были прекраснейшие доклады о ситуации не только в стране, но и в мире. И очень интересный доклад, например, о предпосылках новых технологий расчеловечивания человека. Я на него возлагал очень большие надежды, и они не только оправдались, а этот доклад, конечно, стал гвоздем программы. Татьяна Жукова, московский политолог, его сделала. Она очень хорошо доказала, что ювенальная юстиция, ЛГБТ, вот все вот эти вот страшные вещи, которые мы видим, которые вызывают у нас возмущение, все эти гей-парады и все прочее, это лишь очень небольшая часть айсберга, который имеет под собой очень глубокую основу, в основе которой лежит именно расчеловечивание. То есть человек, в конце концов, должен быть заменен некой конструкцией, чуть ли не техногенной. То есть то, о чем писали фантасты еще несколько десятилетий назад, и люди этого просто боялись, сейчас становится социальной и технологической реальностью. Это вот то, что на меня произвело особое впечатление. Доклады духовных лидеров были просто прекрасны, они взаимодополняли друг друга, как оно и должно быть, как оно и положено. Поэтому, я считаю, прошло очень даже хорошо. И не последний раз, я думаю, все сидят за этим столом круглым и будут и в дальнейшем собираться и вместе обсуждать проблемы, может быть, не всегда столь глобальные, но которые волнуют равно и христиан, и мусульман, и представителей, наверное, других религий тоже. Ну вот представители религии, они обсудили, какие сейчас есть проблемы, и, наверное, во многом подняли вопросы, которые и так на виду, и все о них знают, да, и очередной раз их обсудили. Но какая практическая польза вот от таких конференций? То есть, да, мы подпишем какой-то итоговый документ, какой-то сборник докладов будет, наверное, издан. Конечно. Опять-таки, да, но для подавляющих масс не будет никакого практического эффекта, нет? Ну, тут такое дело. К сожалению, ну или к счастью, я уж не знаю, как тут иногда бывает, но у нас не всю жизнь сразу имеет практический эффект.
То, чем занимается наука, даже прикладная, оно будет иметь эффект, возможно, это тоже не факт, в дальнейшем, в будущем, через некоторое время. В чем смысл конкретно этой конференции? Я думаю в том, что о многих вопросах, которые нам кажутся хорошо известными, нужно не забывать, не переставать говорить. Ведь вот казалось бы, возьмем как раз продолжение нашей конференции. Это не совсем продолжение, это два совершенно не связанных мероприятия, но сегодня у нас была презентация книги чеченского политолога Ислама Сайдаева, которая посвящена событиям Первой и Второй Чеченской войн. Казалось бы, что нового можно на эту тему написать? И вообще это все история. И вообще какое-то имеет отношение к тому, что происходит в Северной Осетии, например, вот конкретно, если презентация была здесь. Но ислам в ответе на этот вопрос сказал сегодня, что да в том-то вот все и дело, что очень многие вещи, которые кажутся тем, кто в них участвовал, те, кто был свидетелем, абсолютно естественными, абсолютно понятными. Совершенно непонятны для тех, кто в них не участвовал, кто о них ничего не знает. На презентации и на конференции было вчера много студентов, например, людей, которые только вступают во взрослую жизнь, и они о некоторых вещах могут вполне даже и не задумываться. Разумеется, мы не только на молодежь рассчитываем, когда говорим обо всем об этом, но, к сожалению, наша бытовая жизнь, она нас понемножечку заедает. Мы часто думаем о каких-то вещах сиюминутных и просто не успеваем задуматься о том, куда мы все вместе идем. Вот мы ходим на работу, зарабатываем деньги. А куда движется весь этот мир? Ведь там, если не нам, то нашим детям, нашим внукам точно в нем жить. Никуда мы не денемся. И когда действительно сейчас политологи во весь голос говорят, обсуждая события на Ближнем Востоке, например, на Украине, о том, что будет Третья мировая война, о том, что она уже фактически идет, вот она вступает в терминальную фазу, о том, что мы стоим перед вызовами радикального исламизма, о том, что расчеловечивание вот этом самом, о котором я уже говорила, то не пора ли задуматься, так сказать, над этим, над всем, и подумать, что могут люди доброй воли всему этому противопоставить. Вот, наверное, практическая плоскость. Она такая тоже какая-то глобальная, конечно, получается, но факт тот, что на что жить, этот вопрос каждый человек все-таки более-менее решает. А вот как жить, это вопрос уже всего общества. Тут надо думать всем вместе. Если говорить именно о Северной Осетии, здесь Северная Осетия — это единственная христианская республика на Северном Кавказе, и здесь испокон веков уживаются и ислам, и христианство, и помимо этого еще и традиционные осетинские верования. Вот как ученый, как специалист в этой теме, можете сказать, вот как вы считаете, насколько удачно они уживаются, и что могут еще сделать там представители религиозных организаций и так далее, вот, чтобы эту работу они наладили? Ну, действительно, в Северной Осетии, которая находится географически в центре Кавказа, Северного Кавказа, является мостом Северного Кавказа в Закавказье. Большинство традиционно так вышло, людей верующих представляют православную веру. Немалое количество и мусульман, действительно, людей, которые традиционной осетинской веры придерживаются, все это так. И мне кажется, Северная Осетия была, и, слава тебе Господи, до сих пор остается, безусловно, отличным примером того, как все эти веры прекрасно уживаются между собой. Разумеется, не обходится без трений иной раз, это все понятно, но как раз пример Северной Осетии очень хорошо демонстрирует, что разговоры о столкновении цивилизаций, Хантингтон выводил же это в основном из религиозной основы, хотя и другие там были параметры, оно совершенно не обязательно. И христиане, мусульмане и другие могут жить совершенно спокойно. Другое дело, что это спокойствие много кому не нравится, к сожалению, его хотят подорвать, и, к сожалению, чем дальше, тем больше заметны действия в этом направлении. В этом нет ничего удивительного. В той же книге Сайдаева, которую я упоминала, рассказывается о сетях, о работах, о работе, которую ведут те же западные спецслужбы. Вот как это не... Это уже навязло в зубах, конечно, западные спецслужбы, шпионы и все остальное, но это не отменяет их существование, к сожалению, и их подрывной работы против России, и конкретно против Осетии. Мне, кстати, еще много лет назад очень удивило, с какой ненавистью, вот читаемой, с какой агрессией говорят именно об Осетии, не о какой-нибудь другой республике, многие, например, западные дипломаты. У них прямо в разговоре, совершенно нормальном, спокойном дипломатическом разговоре, как только заходит об Осетии, сквозит какое-то недовольство, агрессия и злоба. То есть Осетия даже вот на вербальном уровне видно, какую огромную роль играет в планах, в мыслях наших противников. Это такое уж историческое, я бы сказала, явление. Но, слава богу, все спокойно.
Ну, несколько лет назад ваше интервью с Евтеевым, оно и послужило там через какие-то другие службы, но оно и стало в основном причиной того, что его сняли с поста муфтия Северной Осетии. После этого происходил еще ряд событий, относящихся опять-таки к исламской церкви и так далее. Вот как вы считаете, сейчас в Северной Осетии и вообще на Северном Кавказе развитие ислама, оно идет как? Вот, то есть традиционный ислам и нетрадиционный ислам, как это уживаются вот они вместе, включая Северную Осетию и весь Северный Кавказ? Ну, ситуация во всех республиках совершенно разная, к сожалению. Несмотря на то, что действительно в других республиках, кроме Северной Осетии, преобладают, конечно, люди, которые исповедуют ислам, но ислам этот различен, и ситуация в каждой республике различна. Мы видим, как в Чечне ислам, духовное управление мусульман и само исламское сообщество, они фактически стали частью государственной машины. В условиях Чечни это, на мой взгляд, оправдано, безусловно. Но фактическим главой духовного управления, надеюсь, никого этим не задеть, но является руководство во главе с Рамзаном Кадыровым. Ну и мы от них слышим основные указания к мусульманам Чечни, как им жить и работать. В Дагестане совершенно иная ситуация. Там при наличии, естественно, духовного управления мусульман наличествуют и другие духовные центры, которые могут с ним вполне соперничать по популярности. И мы видим, что, к сожалению, там пока не достигнуто спокойствия, скажем так. Всех подробно не стоит, наверное, описывать. Везде ситуация достаточно различна. Опять-таки на этом фоне можно сказать, что Северная Осетия, безусловно, оазис спокойствия и стабильности в мусульманской общине. И, конечно, действительно, в этом большая заслуга муфтия Гацалова, уже нельзя сказать нового муфтия, который провел очень большую работу и продолжает ее проводить, воспитательную работу прежде всего среди особенно молодой части верующих. Он единственный муфтий в Российской Федерации, не только на Северном Кавказе, который издал фетву обязательно для исполнения мусульманами подведомственными, который касается мусульман Северной Осетии, который прямо запрещает участие в войне в Сирии. Он сделал это единственным. И этот факт до сих пор остается в своем роде таким. Есть, к сожалению, другие примеры. Татарстан, Чечня, Дагестан, где многие десятки, а может быть даже и сотни молодых ребят, к сожалению, одурманенных, отправились на эту сирийскую войну и воюют там на стороне противников Башара Асада, законного президента, на стороне мировых радикальных сил. Для Осетии эта проблема не актуальна. Да, несколько человек, которые оказались там сами по себе, по своей воле, тоже влились в ряды боевиков, но тем не менее именно муфтий Гацалов издал такую фетву. Когда 29 июня исламское государство Ирака и Леванта провозгласило халифат, сейчас он просто исламское государство называет себя, причем это международная террористическая группировка, в общем, один лишь муфтий Гацалов в течение нескольких дней высказался на тему того, как нужно относиться к этому событию местным мусульманам, ну и мусульманам вообще, российским. И лишь только потом, значительно позднее, через месяца полтора, когда исламское государство, его боевики выставили этот известный ролик, где они угрожают президенту Путину, где они говорят, что они освободят Чечню и Кавказ, в общем, планов у них громадье. Проблема, правда, в том, что они действительно могут приступить к их реализации через некоторое время. Только после этого последовали жесткие оценки этих фактов со стороны уже других духовных управлений. Но, однако, здесь вопрос не того, кто первый что-то сказал, потому что речь не о соревнованиях каких-то, не о том, кто быстрее, кто там выше, сильнее. Речь о том, что, безусловно, позиция руководства духовного управления мусульман государственная, она, конечно, пророссийская, тут нет никаких сомнений. Ну, пророссийская это как-то, может быть, несуразно звучит вот в отношении российской структуры, это неправильный термин я сейчас употребила, но просто российская. Это позиция человека и позиция духовного управления, которые стоят на позициях российских государственных интересов, государственных, национальных, и доказывают это делом. И в этом смысле духовное управление мусульман Северной Осетии, вот насколько можно об этом судить, оно, конечно, может служить примером для многих других и духовных управлений, и духовных лидеров. И дай Бог, чтобы дальше так продолжалось, потому что, конечно, это пример, которых в российской действительности очень мало.
Мы видим сейчас, как традиционный ислам, традиционный, тоже вот, это, конечно, хороший вопрос, важный очень. Что вообще считается традиционным исламом? Часто задают его. И среди исламоведов и вообще специалистов там существуют всякие разночтения. Ну, на мой взгляд, здесь не надо быть исламоведом. Традиционный ислам для нас, для России, для Северного Кавказа конкретно, это тот ислам, который лоялен и толерантен к российскому государству как таковому, к православной вере, как становому хребту российской государственности, и который не приемлет насильственных методов. Вот я думаю, вот этих трех признаков вполне достаточно. Как только начинается агрессия, как только начинается разговор о том, что надо убивать неверных или что-то в этом роде, ну, вопрос ясен. Как только начинаются разговоры, российское государство нас не устраивает, мы будем его сносить, мы будем уничтожать православных, к примеру, или там представителей других религий. Ну, вот вопрос, мне кажется, ясен сам собой. А кто как молится, как держит руки при намазе и ноги ставит, это дело каждого человека и дело внутренней регуляции мусульманских общин. Вот этот традиционный ислам лояльный, нормальный, толерантный, спокойный. Не люблю слово толерантность, но оно вот здесь, наверное, уместно. Вот его надо поддерживать, а с радикалами нужно бороться. Иначе получится у нас то же самое, что вот в Ираке мы наблюдаем сейчас, на Ближнем Востоке, да и во многих других местах. Но возвращаясь немного в прошлое, вы тогда довольно однозначно высказывались о убийстве заместителя муфтия Дударова. И вот вам сейчас известно что-либо о продвижении следствия? Есть ли какие-то, может быть, новые факты сейчас? К сожалению, мне, как и всем остальным, ничего не известно, кроме того, что официально заявляло следствие. И все мы знаем, что, к сожалению, расследование убийства Ибрагима Дударова зашло в тупик, по-видимому, потому что не установлены убийцы его. И света, несмотря на то, что прошло уже почти 2 года с момента его трагической гибели, свет на причины этого события, на его истоки, они не пролиты до сих пор, увы. И, как сказал муфтий Гацалов, я здесь полностью его позицию разделяю, именно то, что никаких результатов в расследовании убийства Дударова достигнуто не было, и привело к тому, что 16 августа, к нашему несчастью общему, был убит Расул Гамзатов, который занял место Ибрагима Дударова. И тоже, несмотря на то, что убийцы оставили довольно много следов, и фотороботы опубликованы, и говорят известные машины, на которых они ездили. Ну, наверное, раз уж известны фотороботы их. Но нету, не пойманы до сих пор эти люди, и неизвестно, чего они хотели. Каков мотив убийства Дударова и Гамзатова? Это очень важный вопрос. Собственно, понимание мотива юристам дает понимание самого преступления, по сути дела. А так вот, получается, что совершенно все это непонятно, и такая расстрельная должность, она, к сожалению, конечно, не может привлекать молодых людей, и она очень, так или иначе, она сказывается, конечно, на стабильности и в общении мусульманской, и в целом по республике. Хотя, может быть, это не всем заметно, но, конечно же, ненормально, когда убивают таких перспективных, положительных молодых людей, очень перспективных молодых богословов. Вот эта работа Расула Гамзатова о недопустимости радикализма в исламе, она, на мой взгляд, сейчас является, наверное, лучшей вот среди современных работ, которые касаются именно современных условий, в которых живут нынешние российские мусульмане. К сожалению, он не успел в полную силу раскрыться, как не раскрылся и Дударов. Их убили на взлете. Они могли бы очень много сделать для укрепления нормальных, позитивных сил в мусульманской общине, но вот на все Божья воля. Поэтому, конечно, надо этих убийц находить поскорее. Но можем ли мы говорить, что нападение на религиозных деятелей это попытка подрыва, ну, опять-таки, традиционного ислама в Северной Осетии, да и в других республиках Северного Кавказа? Ну, наверное, это достаточно серьезная версия, которая имеет все права на существование. Безусловно, это так. Конечно, убийство традиционных исламских деятелей, особенно получивших хорошую богословскую подготовку, как оба покойных, она, безусловно, подрывает позиции традиционного ислама. Конечно, это вне всякого сомнения. Подрывает в двух смыслах. Она лишает ислам молодого поколения, людей, которые могут дальше развивать исламскую жизнь. Ну и кроме того, она, конечно, дезориентирует, дезорганизует людей, потому что ясен посыл, так сказать, того, что происходит, он простой, что давайте вы все не будете этим заниматься, иначе вас будут просто убивать. И, конечно, молодые люди,
они понимают, что если вы хотите сделать нормальную карьеру, ну, просто состояться в жизни, то надо как-то подальше от всего этого держаться. Такие мысли возникают у людей, их за это нельзя, конечно, обвинять, это естественно. И понятно, что на пользу это не идет. Ну и кроме того, есть совсем уж негативный аспект всего этого. Когда убили одного, а убийц не нашли, убили другого, а убийц не нашли, и неизвестно даже, неизвестно одним словом ничего, ни кто они, ни что, ни зачем все это было нужно, и ответов на эти вопросы нет, то люди начинают постепенно разочаровываться уже не только в правоохранительных органах, а в самом российском государстве, которое не способно найти убийц даже вот в таких вопиющих случаях, скажем так. Это разочарование, конечно, ну, может быть, это слишком простой ответ на все вопросы, но оно понятно по-человечески. И мне кажется, силовые структуры прекрасно это тоже осознают. Я уверена, что они, конечно, делают все, чтобы эти преступления были раскрыты. Потому что вот такое развитие событий, оно, конечно, оно негативно недопустимо. Вот, но оно вполне возможно. Когда люди разочаруются, конечно, что им можно будет ответить на вопрос, там, почему вот государство не защищает наши интересы? Ну, убийство вообще сложно раскрывать, это тоже дело такое же, всем понятно, как и разные другие преступления. Но вот в данном случае конкретном это критически важно, они должны быть раскрыты. Отходя от темы ислама, вот есть вопрос, который мы уже задавали ряду экспертов. Интересно, вот ваше мнение. Есть такое мнение, что с началом боевых действий на Украине взор всех буквально немножко ушел от Северного Кавказа, и говорить о нем стали меньше, в том числе и плохого. Вот как вы считаете, насколько правдиво это мнение и почему такая ситуация? Да, конечно, с этим нельзя не согласиться. Безусловно, сейчас взор всех устремлен на Украину, как немножечко ранее на Крым. Это естественно совершенно. Для тех, кто живет на Ближнем Востоке, основная точка кипения — это, конечно же, Ирак и Сирия. А уж для тех, кто в Сирии живет, понятно, кроме Сирии нет никаких новостей. Сомневаюсь, что они знают про то, что происходит на Украине, и что их волнует в данной ситуации. То есть у кого чего болит, тот о том и говорит. Конечно, Украина сейчас для российской государственности, для наших национальных интересов представляет наибольшую проблему, вопиющую. Она представляет собой просто настоящую катастрофу на наших границах. Мы знаем о сотнях тысяч беженцев, которые бежали и которых надо куда-то и как-то устраивать, которые так или иначе, но ложатся бременем на российское государство. Это я самую такую простую тему беру из всего этого. Ну, а если там о геополитике говорить, то понятно, что украинские события, они определяют ход истории, по крайней мере, вот нашей российской, европейской истории, там, на многие годы вперед. Это, коротко говоря, очень страшно. И понятно, что да, все силы, все внимание сосредоточено на этом. Другое дело, что согласна с тем, что о Кавказе говорят меньше. И это очень плохо. От того, что основная болевая точка у нас сейчас Украина, это не значит, что не надо заниматься Кавказом. Это не значит, что не надо думать о том, что происходит на Дальнем Востоке, например. Что надо забывать, условно говоря, о Китае, о том, что происходит в Арктике. Понятное дело, есть приоритеты, это все понятно. Но Кавказ и его проблемы никуда не делись. Они просто отступили немножечко в тень. И не хотелось бы, чтобы получилось так, что когда все эксперты и все государственные деятели заняты Украиной, где наши дела не очень хороши, чтобы на Кавказе за это время упустили какие-то негативные тенденции. И, конечно же, нужно продолжать мониторинг, продолжать внимательное наблюдение за ситуацией везде. Безусловно, это так. Но у нас обычно, к сожалению, вот видно, что да, действительно, либо все силы в одно направление, либо в другое, а потом, значит, пока мы занимались Украиной, у нас что-то случилось где-то в другом месте. Ну, это жизнь, поэтому я бы здесь не радовалась, как некоторые, когда говорят, что проблема Кавказа таким образом выглядит абсолютно надуманной. Мол, вот когда Украина случилась, тогда все о Кавказе забыли, о поведении там кавказцев, вот об этой всей, которая вызывает недовольство некоторых людей. Это все не делось никуда, просто сейчас это не так важно. Понятное дело, что когда раздражают какие-то там бытовые вещи, какое-то там не такое поведение кого-то, то это одно. А вот когда там людей убивают, и города, дома там сносят с лица земли, это, конечно, совсем другое. И здесь речь не о том, что эта тема была не важна. Она была важна и остается важной. Сегодня у нас в студии был один из участников ополчения на Донбассе, Алан Мамиев. И мне вот интересно ваше мнение. Как вы считаете, почему
жители регионов России сейчас идут защищать Украину. То есть там у них, может быть, нет родственников, возможно, даже нет знакомых, и, по сути, для самих себя там им защищать нечего. Но они все-таки идут туда, и сейчас их там тысячи. Почему? Я думаю, что многие люди руководствуются, конечно, высокими мотивами. Действительно, не у каждого могут быть там родственники. Вот у меня, правда, родственников там и знакомых довольно много, и с некоторыми из них, к сожалению, мы фактически прекратили общение, потому что люди находятся под влиянием какой-то абсолютно ужасной пропаганды, они верят всему, что им показывают по телевидению, и считают Россию виновником своих несчастий. Тогда как, к сожалению, все совершенно наоборот. Проблема их бед, она находится внутри них, она находится в украинском государстве, так называемом, которое де-факто уже не существует. И решать эту проблему придется им. Россия им здесь никак не поможет. Вот пока они это не поймут, к сожалению, так и будет продолжаться вот этот бесконечный развал и уничтожение всех и вся, которое мы видим на Украине сейчас. Это очень грустное зрелище. Но, думаю, многие люди, у которых этих самых родственников нету, они видят все то же самое, им страшно. Не за себя, там, не за Украину, например, ну так, немного цинично говоря. Им страшно за Россию, конечно, им страшно за Осетию. Они знают, как вот говорили мне многие в Южной Осетии, люди, которые сами эту войну пережили, мы знаем, что это такое и чем это может закончиться. Они понимают, что война никогда не останавливается в каких-то границах. Такая, конечно, геополитическая война. Она неизбежно должна прийти на российскую территорию. Так задумано теми, кто ее организовывал, проводил в жизнь. И да, так вот и происходит, вернее, может произойти, дай бог, чтобы все-таки она удержалась за границами нашей Родины. Однако расползание боевых действий – это самая обычная ситуация. И расползание геополитическое, конечно, насилие и зла. И Украина стала сейчас вот таким вот раковой опухолью на теле всей Европы в нынешнем ее виде. Люди хотят с этим бороться, конечно. Они видят себя где-то как-то воинами света, в хорошем смысле. Таковыми они и являются. С такими вещами надо бороться. И это, конечно, огромнейший патриотический порыв, который, мне кажется, совершенно правильно наше руководство негласно поддерживает. Это абсолютно верно, это правильно. И многие люди хотели бы помочь не украинцам как таковым. Они получают сейчас по заслугам за свое близорукое отношение к тому, что творилось с ними их руководство. Но это проблема и Украины, и России тоже. Поэтому с этим нужно бороться, иначе это придет к нам. И они молодцы. Возвращаясь от вопросов международных, опять-таки, к Северной Осетии, Максим Шевченко довольно неоднозначно высказывался об Осетино-Ингушском конфликте. Вот как вы относитесь к его словам, и поддерживаете или, может, наоборот? Ну, я думаю, что тут моя оценка слов господина Шевченко не так важна, потому что еще в 2011 году, если мне не изменяет память, Общественная палата Республики Северная Осетия во главе с профессором Бзаровым дала, по-моему, исчерпывающую оценку тому, что говорил этот господин тогда еще. К сожалению, для нас, поскольку такими вещами некомпетентные люди, конечно, не должны заниматься, но господин Шевченко допускает очень много ошибок. Даже не то, что концептуальных, это само собой, но фактических. Он, одним словом, не знает матчасть. Он, когда говорит об Осетии, он, так скажем, все путает. И все это не имеет, в общем, отношения к реальной жизни, поэтому я не думаю, что это нужно комментировать. И так оценивать его слова не только я, в общем-то, не слышал другой оценки, к сожалению, увы. Вот. Но сейчас господин Шевченко так несколько от дел отошел, и Осетия занимается немного меньше, слава богу. Потому что, конечно, его высказывания, они многих задевают. И хотя 3 года назад ему было на это прямо указано Общественной палатой, но, к сожалению, вот он не остановился, продолжил дальше в том же духе. Ну что ж, это говорит о том, что у человека, значит, какая-то другая задача. Ошибиться, в конце концов, может каждый, может оказаться неподготовленным, сморозить какую-то глупость. Это бывает с каждым человеком. И, конечно, не хотелось бы этого допускать, но можно извиниться в такой ситуации и сказать, что вот ошибся я. А когда человек продолжает одно и то же говорить, хотя ему уже много раз сказали, что все совершенно не так, это значит, что у него задача другая. Значит, вот такая, наверное, она нехорошая, вносить какой-то раздор между осетинами юга, осетинами севера, между осетинами, ингушами и так далее, и так далее. Ну, наверное, так
могу, конечно, только предполагать. Ян, вы освещали ряд военных конфликтов, были непосредственно в зоне боевых действий, писали ряд скандальных статей и, наверное, вступали в полемики с довольно такими известными людьми. Вот сейчас не хочется заняться более мирной деятельностью и оставить все это там позади? Ну, я, в общем-то, не выбирала особенно, чем мне заниматься. Сама жизнь у нас сейчас такая, она полна конфликтов. Вообще сама жизнь — конфликт. И конфликт — основа для развития. Это нормально, сама жизнь демонстрирует это. И если, конечно, если там вот я занималась Осетией, то понятно, что я не могла не оказаться на войне 2008 года. Это даже, я не знаю, это было бы просто, в конце концов, непрофессионально. Ну, а что касается чем заняться, так заниматься-то особо нечем. Как бы жизнь — конфликт. И другое дело, что вот меня многие, например, спрашивают, что ты не поехала на вот эту войну на Украине. Не поехала, потому что это неинтересно. Я Украиной занималась в начале своей трудовой деятельности и закончила это дело в 2002 году. Мне было совершенно очевидно, чем все это кончится. И тогда в марте были парламентские выборы, про которые говорили, что на них пришли к власти пророссийские силы, а через 2 года были президентские, на которых президентом стал Ющенко. Вот в 2002 году я написал, что Ющенко следующий президент Украины, и сделать с этим ничего невозможно. Мы Украину уже потеряли. Разумеется, мне никогда не могло прийти в голову, что мы станем свидетелями вот столь ужасных событий. Это все-таки всякие вот мои экспертные возможности превосходят. Но то, что Украина движется абсолютно в антироссийском направлении, было очевидно. Так что чего заниматься тем, что всем известно? Я не военный корреспондент по сфере своих интересов, не была им никогда. Но просто когда вот развитие российско-грузинско-осетинских отношений привело к войне, то естественным образом было это осветить. А так вот война сама по себе меня совершенно не занимает. Это страшная вещь. И никакого интереса к ней как таковой я, конечно, не испытываю, как, наверное, любой нормальный человек. Вот. Если бы я могла чем-то помочь ребятам, что там воюют, ну, я женщина, и поэтому вот Господь меня избавил от этой обязанности. Вот, поэтому здесь, в Осетии, вот я живу, и здесь все мирно, слава тебе, Господи, спокойно, и даст Бог, что и дальше так будет все оставаться. Поэтому я уже в мирной жизни вполне себя хорошо чувствую. Ну, в чем сейчас заключаются ваши обязанности, как вот научного сотрудника с Института стратегических исследований? Ну, наш институт, его основная задача был создан для того, чтобы представлять органам государственной власти объективную информацию о том, что происходит на том или ином направлении, ну, в том или ином регионе, соответственно, и формулировать какие-то рекомендации для улучшения работы государственных структур. Вот этим мы везде и занимаемся. И понятно, что Северный Кавказ — это один из очень важных, очень потенциально, может быть, где-то и конфликтных, может быть, и наоборот, там очень позитивно развивающихся регионов. За всем этим нужно наблюдать, смотреть, куда что движется, каковы тенденции развития ситуации. Ну и потом жизнь показывает, к сожалению, хотя многие у нас верят в интернет и верят в то, что можно, находясь в Москве, прекрасно разбираться в ситуации, бог знает где. Но наверное, я не достигла этого уровня понимания, но, к сожалению, я вижу, что даже находясь в центре событий, не всегда хорошо понимаешь, по крайней мере, сразу их истоки, их составляющие, движущие силы. Что уж говорить, когда ты находишься за 1000 километров, ты не улавливаешь какие-то нюансы, сбивается оптика. И жизнь показывает, что вот на Кавказе особенно. Тем более сейчас время очень убыстрилось. Все события происходят все быстрее, быстрее, быстрее. За ними можно успевать только в режиме реального времени. И то с горем пополам иногда. Поэтому, конечно, мне кажется, важно находиться именно здесь, в центре, тем более таком хорошем, настоящем центре Кавказа. Ну и вот так вот посматривать и в другие стороны тоже, что там происходит. Вот этим мы занимаемся, я лично здесь занимаюсь, и, по-моему, так неплохо дела идут. Здесь вы живете всего несколько месяцев, и до этого успели пожить и в Москве, и в Казани, и в других больших городах. Почему для жизни выбрали сейчас именно Владикавказ, и, собственно, как вам здесь живется? Мне живется здесь очень хорошо. Я долго хотела, чтобы руководство отпустило меня сюда на работу. Ну, там по ряду причин это не сразу удалось сделать. Но для работы, конечно, как я уже говорила, вот, занимаясь Кавказом, надо жить на Кавказе. Тут у меня нет никаких сомнений. Занимаясь Украиной, надо жить на Украине и так далее и тому подобное. А Москву не понять, даже если там живешь. Здесь, конечно, очень хорошо. Единственное только, что городу немножечко, и вообще республике, немножечко не хватает, мне кажется, такой вот
драйва, то, что называется, позитивной энергии, движухи. Вот в Казани в этом смысле было все просто прекрасно. Там понятно, откуда это бралось. Половина населения составляют русские, вообще славяне, православные, а половину татары, мусульмане. Нам неважно, насколько люди именно воцерковленные или соблюдающие мусульмане, но так или иначе они воспитаны в традициях своих предков. И вот этот вот микс, это смешение разных культур, разных народов, разных религий, причем именно вот половина на половину, она дала взрыв просто эмоциональной энергии. Поэтому на Казань так приятно смотреть. Она такая хорошая, такая наполненная вот энергией и жизнью. Сейчас я была в Екатеринбурге, там другая ситуация. Это уральский город, там основную массу составляют русские люди. И город стоит и был задуман, да, вот как он стоит на сырье, грубо говоря. И вот там люди, они должны это сырье добывать. Они такие тоже мощные. Там слабак не выживет, это Урал. И, конечно, там тоже огромная энергия. Только вот ощущение другое, не такое, как в Казани. Вот этой энергии много, она чувствуется. Но она какая-то вот такая беспорядочная. Куда она направлена? Пока ее направляют в строительство красивых офисных центров, бог знает чего. И были в одном из них под названием Высоцкий. Там 53 этажа, может быть, даже больше. Мы вот до 53-го добрались. Это, конечно, внушает, да, такое и в Москве не везде увидишь. И смотришь город с высоты птичьего полета, и видно, что это современный, ну, я бы сказала, американский город. Я в Америке не была, но вот если по фотографиям, то сравнимо, наверное, с этим. То есть это современно. А вот, к сожалению, на Кавказе не то чтобы архаика, но что-то такое вот, какое-то иногда ощущение такое, что что-то остановилось в развитии. И неплохо бы дать этому пинка. Даже, может быть, вот так. Какая-то такая вот хорошая энергия, чтобы пришла, это было бы, по-моему, очень здорово. Но это дело такое, это же все само по себе не делается. Вот закрутится что-нибудь здесь, появится эта энергия, и все это мы увидим. Вот в Чечне начали мощные стройки, пытались позиционировать себя как центр Кавказа и так далее. Тоже вот неплохо. Правда, в итоге из этого не совсем получилось то, что хотелось, потому что мало желания, должны быть еще возможности. Вот поэтому здесь тоже очень важно, чтобы не выдумывать что-то, а чтобы энергия приходила сама. Ну, я думаю, она придет, и здесь все-таки все закрутится, да. А я вам желаю в любом случае, чтобы ваша работа здесь, она проходила удачно, и достижения были какие-то такие самые лучшие, а в Владикавказе вам, я думаю, все-таки понравится, и вы здесь останетесь надолго. Мне и так нравится, конечно. Иначе бы я сюда просто не поехала. Здесь очень хорошо, вообще в Осетии очень хорошо. Ну, спасибо вам за интересную беседу и за такие интересные и теплые все-таки слова в конце. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в студии была ведущий научный сотрудник Российского центра стратегических исследований Яна Амелина. Меня зовут Яна Гайгиева, с вами мы увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до встречи.